Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня наш классный час посвящается столетию великой героини Маншук Маметовой. Давайте мы первое слово начнем с нашего классного девиза. Знай о крае своем родном, знай о степи реки хребты, о родном ушедшем былом, знай о том, что не видел ты. Ребята, Маншук Маметова – первая казахстанская женщина, ставшая героем Советского Союза. Совершив легендарный боевой подвиг, она отдала свою жизнь за свободу Родины. Биография Маншук Маметовой оборвалась на первых страницах, которые составили только детство и юношество. Но память о ней наш народ будет хранить вечно и всю жизнь. А сейчас, ребята, я слово предоставляю вам. Давайте мы сегодня познакомимся, кто такая Маншук Маметова и что она сделала, как она провела свою жизнь. Маншук Маметова родилась в далеком степном ауле Мешкитку Урдинского района Уральской области. Здесь прошло все детство Маншук, где она слушала легенды о славном батыре Исатай Тайманове и о его друге поэте Махамбете Утимисле. Очень хорошо, да? Значит, она родилась где? В какой области? Уральской области. Дальше. Настоящее имя Мансия. Когда она была маленькой, юркой и подвижной девочкой, родные ее называли Маншаком. В русском переводе «моя Мусика». Маншук не умела правильно выговаривать слово, говорила Маншук. Так и стали ее звать Маншук. Позже она попросила называть ее Маншук, говоря: «Я казашка, и мое имя Маншук». Очень хорошо. Настоящее имя ее какое было, значит? Не Маншук, а Мансия. А что означало слово Маншук? Как бы Моя, да? А почему она превратилась в Маншук? Да, она в детстве не могла выговаривать, да, как и все маленькие дети. Хорошо, дальше что случилось? Когда началась война, Маншук работал в одном из предприятий Алматы, в вечернем дежурном секретариате, в управлении делами Совнаркома. Училась она в первом курсе Алматинского медицинского институте. Приходилось много печатать на машинке. Очень хорошо. Ребята, значит, она была студентка какого вуза? Медицинский. В каком городе? В Алмате, да? Она училась в первом курсе, когда ее позвали на фронт, да? Очень хорошо. Теперь, ребята, про историю. Город Алмата. Что нам может сказать? В то время что было в городе Алмата? На фронт отбывала 100-я стрелковая бригада. Недавние хлеборобы, животноводы, свекловоды уходили громить врага. 30 августа 1942 года отправился на фронт последний эшелон. День был жаркий, душный, на небе не было ни одного облачка, на площади шум, суета, громко говорит радио, играет оркестр. Вокруг были только люди, голоса, песни, цветы, фрукты. Все было сюда снесено и привезено, что было в домах и юртах. Это был какой год? 1942 год. Какого августа? 30-го. 30 августа. Очень хорошо. Дальше что было? В это время прямо к трибуне подошел старец Белогородова Марахая. Это был Асакал Джамбуд. Он взял тамбуру и запел, а Кын пел песню, посвященную воинам. Что говорит Джамбуд? Вас, батыры, восславят за подвиг. Просторы, степи, озера, реки, леса и холмы. Ваш подвиг, он бессмертный, он вечен, как горы. Я сегодня, Акын и старик Седовласый, на подвиг провожаю своих сыновей. Значит, в это время что делали ребята? Отправлялся эшелон на фронт, да? В том числе там была еще кто у нас? Маншук Маметова. Дальше, пожалуйста. Уже с полувагона стояла небольшая девушка-казашка. Она была одета в легкую военную форму, причем форма была явно не по росту. Из ворота гимнастерки выглядывала тоненькая шея, юбка была длинной и широкой. А еще она была смешной и мешковатой. Две длинные черные косички спадали с плеч девушки, вызывая восхищение и удивление. Очень хорошо. Значит, в этом эшелоне вместе со всеми отправлялась на войну кто? Как, ребята, начался путь бессмертия? У Маншук были выразительные глаза и брови. То они спокойны и задумчивы, то смеются ее глаза. Казахи, они передвигаются по степи на коне.
Именно ему, своему верному коню, они рассказывают свои думы и мечты. Так она поехала, ребята, на фронт. Круглые сутки маршрут находилась в Альтабере. Сейчас приходилось особенно много. Внешне она была спокойная, но в душе у нее шла война, она рвалась на передовую. Слова девушки: пока в воду не попадешь, плавать не научишься, подействовали на комиссара. Ее стали отправлять на передовую. Манчук твердо решила стать пулеметчиком. Ага. Так ее отправили в город Жов. Дальше, ребята, великий город Луги. Дальше. На Невельском шоссе, в деревне Бурцево, сражался второй стрелковый батальон. Именно в этом батальоне Манчук пришлось сдавать экзамен на мужество. Ей пришлось стрелять из пулемета. У него была твердая рука и меткий глаз, хотя сумела уже понять всю суровую и беспощадную логику боя, научиться смотреть смерти в глаза. Но больно, самое больное, что для нее было? Но все же больно и страшно было потерять боевых друзей. Значит, она уже побывала в бою, да? Она поняла вкус смерти, да? Что такое защищать свою родину, а также оберегать своих друзей. Манчук сказал такие слова: наша родина еще не освобождена. Ее топчут уже второй год фашистов. Я ненавижу фашистов. Я люблю жизнь. Но чем сильнее я люблю жизнь, тем больше презираю смерть. Да. Она это сказала, ребята, на одном из собраний среди своих однополчан. Да? Дальше она двигалась в город Девни. Салима, что было там? Можно спросить, что ты будешь делать после войны? После войны ты такое далекое и прекрасное. После войны я обязательно закончу мединститут и начну учить людей. Главное, чтобы война поскорее закончилась. Хорошо. У нее, значит, была мечта, да? Какая у нее мечта после войны? Чтобы война Закончилась, а потом она куда пойдет? Институт заканчивать, да? И дальше лечить своих пациентов, да? Очень хорошо. Также, ребята, она на войне написала письмо своей маме. Кто может прочитать письмо? Дорогая Китай, долгожданное письмо и посылку получила в тот день и час, когда мы тронулись на передовую. Я была очень рада, хотя мне досталось всего одно яблоко. Наши бойцы и командиры, так же как я, ожидали подарок. Большое спасибо. Ведем переговоры с немцами на языке и оружии. Если не ошибаюсь, то на днях пойдем вперед. Когда я вернусь с победой, будет о чем рассказать. Крепко жму вашу руку. Привет о моих товарищах-фронтовиков. Жду листочку после боя. شرطك И вдруг ночь застала глаза, все вокруг закружилось и понеслось куда-то. Неужели конец? Но ведь еще есть 2 ленты. Маншута очнулась. На глазах у нее было что-то липкое, кровь, раненая в голову. С высоты ползли немецкий танк и пехота.
Она потянулась к пулемету, нащупала гашетку и та-та-та-та-та, танк спереди остановился. Выдернула из пулемета пустую ленту, поднялась с земли и шагнула навстречу к стальному чудищу. И упала. Подвиг девушки-казашки поднял бойцов в атаку и повел их на штурм. Да, повел на штурм. Но в это время сама Маншук Маметова что сделала? Дальше. В этот день в Алматы на имя Амины Сулейменовны Маметовой полетело письмо. С глубоким чувством скорби извещалось о героической смерти вашей дочери, отважной пулеметчицы, старшего сержанта товарищ Маншук Маметовой. Ее боевая жизнь будет бессмертным примером любви и преданности нашей Родины. Имя Маншук бессмертно. Она погибла 16 октября 1943 года. 1 марта 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР Маншук Маметовой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Она осталась совсем юной в начале своей жизни. Очень хорошо. А теперь, ребята, мы поняли, да, кто она и кем была, и кем у нас в памяти осталась, да? Давайте вспомним. Очень много поэтов и писателей посещали свои песни, стихи Маншук Маметовой. Пожалуйста, один из них прочитаем. Бусинка яркой в семье, Маншук для всех была. Может, врачом, инженером достала. Но наступила война. Вмиг поля и тюльпаны покрылись седой травой. Девушка 18-летняя стала фашистом грозой. Пулеметчицей смелой бой за собой взяла. Друзей в бою потеряла, но не боялась врага. Хрупкая девушка-пулеметчик погибла в неравном бою. Имени ее не забуду. За родину жизнь отдала свою. Благодаря таким героям, как Маншук Маметова, мы сейчас счастливо живем. Правильно, ребята, да? Мы дети Казахстана, мирного Казахстана. Никогда не забудем своих героев. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Очень хорошо. Еще какие мысли? Пусть дети не знают войны. Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас. Все им испытать довелось. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей быть должны. Ребята, мы за сегодняшнюю нашу мирную жизнь должны благодарить наших великих людей, которые за нас, за наше будущее оставили свою жизнь. Одна из них — Маншук Маметова. Наша школьная библиотека, ребята, вы знаете, да, очень много больших, хороших книг. Один из них — вот, краткая энциклопедия, где написано про не только Маншук Маметова, Бауыржан Момышұлы, Алия Молдағұлова и так далее, а также есть разные книги. Есть такая книга «Алма-Ата». Вот здесь то же самое. Маншук Маметова. На этом, ребята, наш классный час заканчивается. Мы должны помнить и любить этих людей, ценить и быть благодарны этим людям.